Ставки на спорт! 1xbet! Большие выигрыши! 1xbet! Быстрые выплаты! 1xbet! Надежный букмекер! 1xbet! Букмекерская компания. Но ты же улетел в нокаут с Юрая Холлом. Да, это был Лаки Панч. Ты же сам сказал. Знаю. Но это было. Да, это постоянно происходит. Лучшие не всегда выигрывают. Вот как, например, в вашем втором бою с Рокхолдом. С нами по скайпу из Лас-Вегаса Notorious Конор Макгрегор. Конор, что произошло на пресс-конференции? Слушай, я не знаю. Я видел, как люди запаниковали и повставали со своих мест. Мне показалось, что они боятся обезвоживания, поэтому я кинул им пару бутылок, чтобы спасти. Все-таки кругом пустыня, такая жара. Если ты будешь драться профессионально, твою челюсть всегда будут обсуждать. Это просто как 2x2. Я тебя не спрашиваю, я тебе говорю. Крепость челюсти нужно обсуждать. Любого тренера спроси. Карен, ты хорошо умеешь читать телесуфлера, но мы здесь бойцы. Про крепость подбородка нужно говорить. Давайте все обсудим. Так, похоже, кого-то пора отключать. Согласно, Коди, то есть, простите, Доминик хочет устроить реванш. Ти Джей Диллашоу получит бой с победителем этого боя. Повтори, пожалуйста, только на этот раз с американским акцентом. Дэна! Если Доминик и Коди устроят реванш, сможет ли Ти Джей Диллашоу подраться за титульник, которого он так долго ждет? Йоу, братан! Насколько ощутимы были те удары в корпус? По твоему лицу мы видели, что тебе совсем нехорошо. Больно было очень. Я больше всего беспокоился о том, чтобы не обосраться прямо там. Поэтому бой затянулся до второго раунда. Восхищаюсь твоей стойкостью, Дерек. Я должен сказать тебе, что я тебя понимаю. Ты уже ранее говорил об этом, но как ты думаешь, Ник хочет вернуться для какого-то большого боя? Например, с GSP? Там пока еще не все ясно. Может, он хочет со мной бой устроить? Дайте ему меня. Что скажешь, Нейт? Не, я думаю, ему нужен лучший паунд for паунд. Люк, спасибо, что пришел. Я люблю тебя. С ума сойти. Что? По скайпу, значит, можешь сказать, а в телевизоре нет? DC, ты мой мужчина. Идеальный момент, чтобы закончить эту передачу. Слушайте, когда вы непобежденный боец, и я был таким, у меня был рекорд 15-0. Тебе кажется, что ты неуязвим, никто не может побить тебя. А у нас тут целая команда небитых парней. Что это значит? Это гарантированно фантастические бои. Жду не дождусь их. Согласен, кроме того, каждый местный промоушен сам по себе. Ты можешь быть непобежденным в Англии. Когда он попал, выпустил свой заряд ДДТ. Что было? Ты встряхнулся? Или ничего не изменилось? Или тебе было больно? Что было у тебя в голове, когда он опрокинул тебя на пол? Не понимаю, о чем ты. И что такое ДДТ? Наверное, какой-то прием из WWE, что ли? Вообще-то, по-моему, это я поднял его в воздух и бросил, поэтому я не понимаю, как он мог опрокинуть меня на пол. Можно уже передать микрофон настоящему ведущему. Рашад, ты первый, и ты должен изобразить Алистера Оверима. Алистер почему-то покинул команду Black Zillions. Ну, первое и самое главное, следите за тем, как вы обращаетесь ко мне. Прошу называть меня мистер господин Алистер Оверим. Я покинул Black Zillions, потому что они не удовлетворяли моим требованиям. Они обращали слишком мало внимания на Алистера. Он бы сказал примерно следующее. Я знаю, ты мой! Ты мой! Давай прямо теперь драться, я готов! Я люблю вас! А еще он может делать вот так. Ты GSP. Джордж, кто будет твоим первым противником после возвращения? KB, это очень интересный вопрос. Честно говоря, не до конца знаю, как работает микрофон. Поэтому я не знать, хорошо ли меня слышно. Но если вы меня слышите... Дэна, пожалуйста! Я хочу UFC, Дана! О боже мой. Что бы сказал Люк Рокхолд? С тех пор, как он потерял свой титул после твоего пропущенного левого, он куда-то пропал. Он говорил, что хочет реванша, но если бы он вернулся, что бы он сказал? Слушай, я тут страдал всякой фигней, продолжая отклонять бои против топовых противников. Но потом я окончательно слетел из-за травмы, и так несколько раз, а все потому, что тот левый крюк забрал мою душу.
Я не знаю, когда наступает время завершать карьеру. Ну, скажем, Дэн Хендерсон. Никто не имеет права сказать ему, чтобы он остановился. Иногда требуются большие яйца для того, чтобы остановить самого себя. И это то, о чем нужно подумать Майклу Биспингу. Я так и знала, что ты скажешь про Биспинга. Ему еще нужно многому научиться. Проиграть еще кому-нибудь из топ-10. Метр с кепкой заговорил. Переведено и озвучено специально для Best of MMA. Подписывайся.